О тех страшных днях Мария Арсентьевна вспоминает с болью. Сколько солдат погибло за время Сталинградской битвы, подсчитать было трудно. Тела лежали повсюду. Молоденькая санитарка Мария Полищук тогда вытаскивала из-под обстрела раненых и перевязывала. И каждому повторяла: «Все хорошо, будешь жить». В самое пекло она попала совсем девчонкой, сразу после школьной скамьи, в 1942-м. Говорит, все шли бить врага, и она пошла. Было очень страшно. Этот страх вернулся к ней снова, когда она побывала в Сталинграде уже после войны. Там есть специальный комплекс, где вот эти погибшие, все фамилии, вот эти плакаты, все это написание, а сколько их я сейчас не помню. 7 метров длины этот плакат от пола до потолка. А люди там идут все со слезами, все всхлебевают. Не дай бог увидеть свою фамилию, там чуть не падают в обморок. Так вот я заходила в этот комплекс, там из-под земли такая рука, этот факел держит, а музыка, вот она, кажется, душу раздирает. Сталинградская битва длилась почти 200 дней. Город был практически стерт с лица земли. К берегам Волги вермахт перебросил свои лучшие силы, но сломить героическое сопротивление советских войск так и не смог. Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв Сталинград, спас Отечество. Сегодня вся страна вспоминает этот подвиг наших солдат. В обороне Сталинграда принимали участие и наши земляки. Многие остались там навсегда. Например, сержант Михаил Шуктомов, уроженец села Шладор Сыктывдинского района. Чтобы не допустить врага к городу, с гранатой бросился под фашистский танк. Также поступили многие его однополчане. Таких историй много. Героический подвиг защитников Сталинграда в эти дни вспоминали по всей стране. В Коми в память о героях лыжники устроили пробег. Сегодняшнее мероприятие, такой вот этот переход, он привязан к грандиозному историческому событию. И я надеюсь, что это получит в дальнейшем развитие и превратится в какой-нибудь интересный местный марафон. Лыжный марафон. А в селе Визинга Сысольского района школьники и студенты филиала агропромышленного техникума в честь 75-летия победы в Сталинградской битве устроили марш-бросок. Этот старт они посвятили памяти десантников 13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева. Именно они обороняли Сталинград на самых опасных участках фронта. Во время этого сражения дивизия понесла огромные потери. Погибли почти все ее бойцы. Такой подвиг, считают юные патриоты, забыть нельзя. Елена Кононова, Татьяна Супряткина, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.